Аня Пенятина, когда приезжала, я думаю, ой, вот там-то я это самое валяю, вот там-то я тоже валяла в прошлый раз. Как бы внутренне не Ну, да. А вот когда с Пенятина, я уже вся вот. Для меня это все было. Она придет, В 25-м году прощала, в 28-м. Мы быть благодарны. В 1935 году Семенова поехала в Париж, и Париж коленопреклоненно стоял перед русской балериной, потому что ведь было такое мнение у Запада, что в Советской России все рухнуло. Тут приезжает шикарная красавица, которая показала, что нет, господа, мало того, что я танцую хорошо, я танцую лучше всех вас вместе взятых. И с гордо поднятой головой уезжает обратно. Я Семенову очень любила. Мне рассказала Уланова, что как-то она занималась у Вагановой, и открылась дверь, и пошла Семенова. Весь класс Ваганова остановила. Приезжала, Потому что смотрели 32 фуэте сделала, все обалдели первый раз в жизни в Москве, в и Ленинграде. настолько она была Семенова это. абсолютно хороша с точки зрения пропорций, линий. Комсомолка была еще. Все московские балерины восхищались Семеновой и немножко завидовали. Так идеально в Москве не танцевал тогда никто. Ольга Лепешинская, юная прима Большого театра, написала Вагановой письмо. Вот она какая была. Глубоко уважаемая Агриппина Яковлевна, у меня очень большая и серьезная просьба к вам. Я бы очень хотела пройти под вашим руководством хотя бы небольшой курс занятий. Наша дирекция даст возможность приезжать в Ленинград. В 1935 году Ваганова поставила «Эсмеральду» для Татьяны Вячеславой. Балет имел успех, хотя сама Ваганова этот балет не считала удачным. Он не сохранился, но дуэт Дианы и Актеоны из балета «Эсмеральда», который был поставлен для Улановой и Вахтанга Чебукиани, и сегодня украшает гала-концерты и конкурсные выступления артистов балета. Это то немногое, что сохранилось из вагановской хореографии.